Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24, это проект «Испытано на себе». Этот выпуск у нас будет посвящен модернизации лодки ПВХ. Лодка у нас румпельная, и мы будем ставить дистанцию. Дистанция — это, если кто не знает, это руль, да? который будет на ней. И практически, я так понимаю, что большинство работ будет произведено вот этими руками. Конечно, под наставничеством профессионалов. Давайте начнем. Первым делом нужно загнать этот длинный прицеп в тот гараж. Уже продолжительное время я являюсь владельцем ПВХ-лодки Выдра Sherpa 500 на моторе Tohatsu 50. Как повелось с самой первой лодки, я все время передвигался на румпеле. Но время идет, и настал момент поставить в лодку руль. Как было и как стало, можно посмотреть прямо сейчас. Но не будем забегать вперед. Итак, я закупил все необходимое для переделки. Часть комплектующих были куплены с рук, а часть в магазинах. И вот, как только собрал все необходимое, я приехал в мастерскую по тюнингу ПВХ лодок Pro Extreme. Так, сейчас мы уже загнали лодку в гараж. Как видите, здесь уже готовая сделанная конструкция для того, чтобы установить рулевой редуктор. Тут будет руль. И, соответственно, чуть-чуть здесь надо будет еще сделать раму. Здесь будет машинка газ-реверс. В целом, сейчас прикинули, трос, который я брал на машинку, на газ-реверс, немного оказался длинный, придется его, скорее всего, менять или сдавать. То есть там все меряется в футах, и особо подрезать нет возможности. То есть надо брать уже конкретно под размер. Выяснили, что здесь нужно нам на 360 сантиметров, это около 12 футов. Сейчас начнем. Нам предстоит вырезать и прикрепить сюда панель для установки руля. Потом здесь будет короб. И здесь будет крепление для машинки газ-реверс. В свою очередь здесь тоже кипит работа. Ребята работают над проектом. Здесь тоже так один в один лодка. Тоже 5-метровая шерпа. И на ее примере можно посмотреть, что у нас должно получиться. Соответственно, здесь мы видим уже окрашенная рама, установлен руль, приборы, масса, выключатель массы и, соответственно, сама машинка. Это полка для аккумулятора. Сейчас нам нужно замерить высоту, ширину нашей пластины. У нас замер идет от середины трубы до середины. 26,5 можно взять, наверное, да? 26 с половиной на... А здесь отсюда, да? 50 нормально будет, да? 26,5 на 50. Так. Все тут ровненько, чтобы потом приварить. И сейчас вот эти части мы немножко округлим.
Углы были скруглены, соответственно, вся она прошел еще шлиф машинкой, чтобы не порезаться. Края вроде все острые исчезли. И будет это вот так. Ну, чуть-чуть не идеально, но можно сделать скидку на то, что я новичок в этом деле. Все, теперь у нас есть кронштейн для установки машинки. Надо будет привариваться. Надеюсь, варить буду не я. Болгаркой? Оба. Так, еще одно задание. Нужно сейчас вырезать деревянную пластинку. Такой вот. Так. Деревянная подложка вроде готова. Чуть-чуть кривовато сделал, но сейчас посмотрим. Так, она как? Она гладкой стороной сюда, да? Или... А, вот так. Так вот. Видимо. Этот, как его? Нормальный парень. Как вот она называется? с нормальным Лентяйка? рулем. А это что такое? Это Сюда можно эту штуку сделать. Нет, тут заглушка еще есть, он черный. здесь тоже. Здесь такой ключик. Диаметр одинаковый. Почувствуй разницу. Не, ну да, это прикольный. То есть смотри, прикол в чем? Чтобы понять, как работает вообще, да, процесс работы, надо сначала вникнуть, да? Сейчас подошло время аргонной сварки. Будем варить алюминий. Ну, в одном из выпусков передачи «Испытан на себе» я под руководством опытного сварщика обучался различным типам сварки, но, как знаете, это был очень короткий промежуток времени, поэтому сейчас практически все по новой. Ну, посмотрим, как получится. Так, это у нас... Куда нажимаю? Сюда, да? Ой, тихо. Так, с той стороны, да? Точечно, да, сделать? Вот точно. Ну, я точку Ванну прогрела. отсюда начну, да? Так. Глаза. А, Ты его не прислоняй. не прислонять? Ага. Миллиметров 5 должен держать. Я еще бы видел. Оп. Это далеко. А, понял. Сейчас.
Вот так, да, где-то держать надо? А, вообще вертикально, да? Рано, да? Шипит. Нагрелась. Тогда могу постоять. Тогда быстро волну придут вот сюда. Она сама пойдет. Когда ты в одну стенку нагреешь. Правой. Так, ну по аргоновой сварке, в принципе, теория понятна, но нужен опыт. Вот здесь, видите, вот у меня самый лучший мой шов получился. А дальше уже труба чуть-чуть нагрелась, и я уже не мог ее контролировать, то есть она уже такая вот не очень красивая. Поэтому сейчас Василий своим профессиональными действиями должен ее немножко подправить. Так получилось, что это лицевая. Но я буду зато ехать и знать, что это делал я. То есть, как бы никто в этом не виноват, только я. Но, скорее всего, Василий сейчас это чуть-чуть подправит. Вот, а так, процесс у нас продолжается. Можно сказать, что впереди... Ну, в общем, сейчас самое главное сделать конструкцию, а дальше уже пойдут работы по монтажу. То есть это, скорее всего, все такое, ну, самое сложное. А дальше уже будет попроще. Так, ну сейчас, друзья, пока небольшой у нас перерыв, хотелось бы показать вам уже готовый вариант. То есть отрадно, что в Якутске открывается, да, местное производство. И давайте познакомимся. Но я думаю, что многие знают. Евгений Морозов. Евгений, привет. Привет. Расскажи, что можно, вот, допустим, как сделать тюнинг на лодку ПВХ. Вот что, допустим, на примере этого экземпляра. Ну, эта лодка пришла без фальшбортов, ну, то есть не было бампера, не было тента, ну, то есть она вообще просто в штатной упаковке, так называем, комплектации, да. Вот, просто, а мы ее доработали. То есть, допустим, возьмем усиленный бампер. Впереди пойдем, да? Да. Такой Бампер, средний. он, ну, они разных типов бывают, они бывают короткие, устанавливают. Это как бы больше под вид экстрим, наверное, назовем его, потому что на него можно наступать, тащить что-то, да. То Ну, есть и он защищает очень жесткий. Ударов От ударов защищает. Ну, основную функцию он, конечно, выполняет того, что крепить в первую очередь лодку на прицеп. Это первая его функция. Вторая функция, тут, ну, можно как подножку использовать, можно наступать на нее. Ну, тут некоторые моменты, ну, бампера просят до самого конца тента. Чтобы, допустим, ты же, когда наступаешь сюда, да, ну, лодку отталкиваешь, а здесь же неудобно наступать, но ты можешь соскользнуть и упасть. Да, и, соответственно, бампер можно... То есть как подножка на джипе. Да, то есть, да, можно как вот такую Прошел сделать и до сюда. Да, дошел до сюда и по ней, ну, так, по краю прошелся и запрыгнул в лодку. Вот. Ну, а также, допустим, люди хотят, чтобы... Ну, это же лодка большая, высокая, да, и ты в нее не залезешь. Вот. Это лестница, допустим, да.
Вот ты ее очень удобно. подножка, да, то есть ты отпустил ее спокойно, встал, зацепился, залез, и ты там. Вот. В обычный ты так не сделаешь. Да-да-да. Вот, потом, В обычно это смотрится как, допустим, вы стоите практически, ну, чуть по если, пояс да, в воде, если ты в воде стоишь, запрыгиваете. да, и потом тебе надо будет запрыгивать, ну, если у тебя рост короткий, ты просто не, в стиле тюленя. не запрыгнешь. Вот. Даже если там зацепиться, но даже вот с моим ростом неудобно очень. Вот. То есть, эта лестница тоже многофункциональная, так назовем ее, да? Вот. Ну и там пошли мы дальше по носовой тент. Носовой тент — это защищает тебя от ветра, от дождя, от влаги, ну то есть ветрозащитный. Носовой тент, допустим, ну нет смысла в нем делают некоторые стекло туда добавляют, но его нет смысла, потому что человек, когда садится вовнутрь, да, у него рост не позволяет, ну, к примеру, допустим, ты же не будешь вот так сидеть, и ты не увидишь там ничего. Здесь очень удобно в плане, ты залез, сел, вот твое управление, то есть уровень глаз, вот он, ты должен видеть горизонт, где ты едешь. Тоже здесь, допустим, высота консоли тоже очень много что зависит, потому что бывает низко делают, и когда человек стоит, управляя, стоя, ему, если как бы вот внизу или руль внизу, то тебе надо вот так газовать, понимаешь? Вот, а так ты спокойно стоишь, газуешь, управляешь, можешь держаться двумя руками. Вот. Ну и там всякие доработочки, это типа спиннингодержателя, остановился там. А, кстати. Да, спиннинг достал, пару забросов на перекате сделал, воткнул, поехал дальше. Очень удобно. Потом, ну тут много доработок в плане, допустим, массы. Масса, я считаю, что должна быть не там, где-то аккумулятор должен стоять, а масса выключателя должна быть здесь, под рукой. Ты ее можешь включить, выключить. Аккумулятор должен быть здесь тоже так же под рукой. Если что-то произошло, какое-то замыкание, то ты пошел и отключил. Ну, то есть у тебя все под рукой происходит. Вот. Ну и там типа эхолотов, там всего, датчики приборов. Ну, тут консоль большая, ее можно хоть как делать. Ее можно сделать цельной полкой, можно ее там маленькую полочку сделать, можно сюда вообще стекло добавить. Просто будешь ехать и через стекло смотреть. Ветровое. Такое, да, ветровое. Так, раз, поднялось, раз, отпустилось. Вот. Так я тоже попробую залезть. Носовой тент. Опа! Раз. Вот. Присаживайся. Ну, то есть мы с тобой сидим, нам комфортно вдвоем. Вот мы сидим, управляем. Этот мотор, ну, то есть бывает без стрима, а этот стримом. Да, то есть поднять его, да, поднимаем. то есть вот, можно приподнять мотор, можно приотпустить. Удобно, под рукой все, под рукой. Также зарядка гаджетов. Здесь бывает, можно здесь у нас сделать на полочку, но здесь просто можно. Мы здесь положили сюда коврик, телефон положили, здесь тоже для пассажира. Вот. Можно какой-то столик придумать. Крепление, вот, допустим, вещи сюда к нам идут, сюда вперед. Вот пятачки добавляем. Веревка и... Потом указатель уровня топлива. Здесь бак находится под нами. Вот. Подняли, заправили, закрепили, отпустили. Это где-то у нас 100 литров, да, по-моему, бак? 140. 140. Да. Но неудобно же, когда маленький бак поставишь, а места мало в нем. И постоянно надо идти смотреть и доливать его. А так ты один раз емкость залил и Поехал. забыл. Дальше пошли. Так, это мы уже переходим. Да, ну здесь также лестница с двух сторон у нас. Вот. Тарга. Ну, кому-то нужна тарга, кому-то не нужна. Кто-то использует. Ну, конечно, все люди по-разному. Кто-то эту таргу использует просто там, чтобы закрепить камеру GoPro и снимать как интересные видосы.
Кто-то использует там, допустим, светоприборы можно поставить. Также можно спиннингодержатели, да, на нее установить. Вот. Но она основную функцию, наверное, выполняет. Я так думаю, что, наверное, на перекатах, когда толкают, ну, неудобно же, допустим, там за саму лодку держишь и толкаешь. Но она больше функцию такую выполняет. Ну, можно колонки установить. В общем, все что угодно. Ну, да, она многофункциональная, ее можно использовать. Ну, кому-то она нужна, кому-то не нужна. Вот. Также вот фиш-платформа, так называемая. Эта фиш-платформа, она служит и как платформа, и, допустим, и платформа, и усиление транса. То есть она какую роль-то выполняет? Она здесь у нас усиление, да, добавлено. Опа. То есть мы ее закрепили, на люверсы обвязали, мы закрепили транец, чтобы транец стоял жестко. Вот, никуда не прыгал, не скакал. Вот, это основная ее функция. Вот. То есть она работает и как фиш-платформа, и площадки. Площадки, допустим, некоторые неудобные, они делают корзины. Ну, корзину устанавливают, а корзина маленькая, в основном под 700-й боксы вот, под такие делают. А ну, 700-й бокс ты поставил туда, и больше туда ничего не поставишь. Ну, канистру туда, 50-литровый канистру туда не залазит. А здесь ты на этой платформе ты можешь использовать и, допустим, и канистры 50-литровые ставить, хоть любого размера, да, там, вещи какие-то, там, рыбобоксы, там, не знаю, морозилку можно сюда поставить, да хоть что. Вот. Ну и здесь можно, по идее, здесь в некоторых моментах добавляем спинку. Для То пассажиров. есть, да, вот 4 пассажира уже сидят, ну, здесь мягкие сиденья добавляются, вот, со спинкой. Раз, то есть она, платформа это может меняться, то есть она как площадка здоровая и превращаться в спинку. Не нужна, ты ее раз отпустил. Здесь можно закидывать спиннинг, кидать удобно. То есть ты по ней, она обитаемость добавляет. Обитаемость лодки. То есть эта лодка, она же небольшая, она 4,70, короткая база. Есть, конечно, 6-метровые, которые большие лодки. Там место, там, наверное, такую-то и не надо, наверное, делать. Там можно лодку бросить, хоть что можно туда поставить и ходить по ней. А здесь уже обитаемость не такая большая. Поэтому здесь фиш-платформа, как бы, я считаю, что она нормально здесь влилась вот именно вот в эту концепцию этой лодки. Вот. Ну, можно на самом деле играть. Тут можно играть много, можно много чего делать. Ну, конечно, это лишнее. Ну, по-моему. По моему мнению, это лишнее. Можно сделать минимализм. Можно по минималке все это сделать. Да, конечно, это все добавляет вес. Любая вещь, это добавляет вес. Ну, примерно здесь в среднем вот этой всего тюнинга, ну, я так думаю, килограмм, наверное, 100 точно будет. Вот, то есть это от полезной загрузки мы где-то, грубо говоря, 100 килограмм своровали. Вот, Ну, то есть повысился комфорт, с другой стороны. Ну да, зато повысился комфорт. К примеру, допустим, эта лодка могла вести 850 на водомете. Там максимальный ее предел. Ну и то, наверное, я думаю, поменьше будет, да? Вот. Ну и от этой полезной загрузки мы 100 килограмм своровали. Дальше по доработкам мы можем пойти. Ну, к примеру, допустим, прицеп. В нашем сейчас исполнении это МЗСА двухосный. Вот, но они двухосные, одноосные, ешки, не ешки, там, джишки прицепа. Допустим, здесь мы что сделали? Мы обычно, когда в воду заезжает, лодку на прицепе сбрасывают, вот, происходит замыкание. Ну, вот эти фары, они не герметичны. Вот. И неудобно они очень. Поэтому это сделано как ворота. Ты загнал лодку, спустил на воду, она, ты видишь, направляющая, да, как заезжать. Ну и, соответственно, здесь электро вывели сюда. То есть мы родные стопаки егошние перенесли сюда. Эти фонари, они герметичны, то есть они воду не пропускают нормально. Обычно вот здесь происходит, то есть замыкание, фонарь замыкнул, там или предохранитель сгорел, или он сам сгорел, или лампочка сгорела. Вот. Здесь по доработкам эхолот. Да, кстати, То есть это очень удобная вещь, в принципе.
такая шпилька. Ну, если бывают болты там ставят, да, ну, мы так придумали, да. То есть мы ее отпустили вниз, закрепили, вставили. И вот она у тебя стоит герметично. На горной речке, конечно, ты ее не поиспользуешь. Ну, по большой реке, Да. по линии. Только по линии, по большой воде. Вот, убираем. Фиш-платформу мы поняли внутри, да, она закрепилась. Здесь мы продолжаем продолжение усиления транса. Вот она. А, еще сюда, да? Да, то есть, что оно делает? Она держит не только транец, но она еще и держит баллон. Обычные стандартные УТР, их называют, да? Они идут короткие. Они вот до сюда где-то доходят. И когда он короткий, вот этот баллон, он все равно гуляет. Мы делаем длинный, чтобы здесь упор. Он и баллон держит, и транец держит. Вот. Ну, это обычная тема. Сепаратор, да? Ну, то есть залил топливо, вода попала в фильтр, забило все. Вот. И грязь там, ну, нехорошо, да? Дальше. Это называется Байкал транец. Винт-водомет. То есть ты можешь использовать его на винту. Вот сейчас в нашем исполнении он стоит на водомете, да? А можешь отпустить его в винт-положение. Его спокойно. Чем он хорош? Тем, что у него небольшой вынос. То есть вынос обычно, когда ставят, ну, их очень много, да, там регулируемых трансов. Основная проблема – это вынос. То есть, если мы выносим сюда мотор, соответственно, нам надо добавлять тоннель, усиливать вот это косынки и так далее, и так далее. То есть, делать трансовые плиты. Ну, это опять деньги, опять вложения. Тут в этом варианте ты просто покупаешь Байкал транец, его устанавливаешь, вынос минимальный, ничего не нарушается. Мотор стоит на своем родном практически месте. Вот. Дальше. Здесь, ну, это пятка под прицеп, она, все знают ее, уже упор. Вот. Потом по прицепу мы туда добавили ложемент внизу, такая доска идет. Посередине? Посередине, да. Вот, то есть родные егошние. И мы доску добавили и упор, чтобы лодка ни влево, ни вправо, и упирается туда. Также налебедкой затянул. Ну и все. То есть, я бы не сказал, что, конечно, минимализм, но тут еще можно много чего вешать, но лишнего тоже не надо. Вот. Ну, должен быть, да, такой баланс. Да, какой-то дисбаланс, какой-то, чтобы не... А то он начинает, потом удивляется, лодка не едет. Слишком много это. Ну да, слишком много навешивает. Даже если возьмем носовой тент, если, ну, кто не знал, а он 2 километра ворует. Съедает. 100%. 2 километра в час? 2 километра в час. То есть, к примеру, допустим, вы ехали на румпеле, она у вас ехала, там показывала 40 км в час. Вот, а потом, когда тент носовой поставили, консоль поставили, она у вас раз поехала 38. И такие думают люди, а почему? Да потому что носовой тент, он ворует скорость, да, сопротивление. Это дополнительное сопротивление. Ну и тяжелое. Это вес. Ну, вообще, надо сказать, что я, например, почему решил, да, перейти с румпеля на дистанцию. У нас буквально в конце этого месяца, ну, я не знаю, когда вы будете смотреть, но, в общем, в конце сентября планируется длительная поездка, там практически даже по реке Лени, где-то около почти 500 километров нужно будет в одну сторону идти. И я просто представил себя, что иногда даже летом, да, едешь, ну, такой прохлада, там, вечерний, или дождик чуть моросит, или ветерок, ты сидишь уже, ну, холодно. А представьте, это осенью, и почти весь световой день ехать на румпеле, это, конечно... Ну, он, поэтому... да, он румпель хорошо, но на короткие перебежки. Рулевая консоль, конечно, она спасает. Тут же еще можно сделать там носовой, носовой тент, а можно сделать и ходовой. Да, сейчас в осень. Туда можно поставить, допустим, печку
просто фен поставить. Можно закрыться, там, газовую плитку включил, и уже тепло, да, комфортно. Вот. Тут дорабатывать и дорабатывать. По идее, конечно, у нас же люди, как, не знаю, придумывают много всего, да. Чем больше и больше люди комплектуют свои лодки. Ну, люди стараются, любят комфорт, любят, ну, еще хотят быть похожими на друг друга. Это тоже немаловажно. А вот так, у меня вот такая лодка, Ну, вообще, а это вот такая лодка. ради комфорта порой, да, даже вот в этом году мы снимали проект «Турслет» на Еланке, мы с семьей поехали с Якутска до Еланки своим ходом. Так что для комфорта я взял даже напольный кондиционер. То есть, ну, были очень жаркие дни, поэтому, чтобы семья да. там от жары не изнывала, пока мы на съемках. То есть все подключили, и в палатке было прохладно. То есть, Ну, для комфорта человек может многое взять, сделать. И ты знаешь меня, мы с тобой не 1 километр наездили. Я очень любитель вещей. И, конечно, вот именно вот эта лодка, она, ну, мы можем поехать, но недалеко. Я бы не сказал, что мы можем далеко уехать, потому что, ну, у нас она меньше груза повезет с тобой и так далее. То есть, если мы едем далеко, нам нужен корабль чуть побольше. Ну, это 4,70, я бы уже там рассматривал 5 метров, 6 метров, 5,5, 5,20, к примеру. Ну, то есть уже побольше, база больше, когда длиннее, она, соответственно, груза больше везет. Есть такая даже теория, длина везет. Если стариков ты вспомни, наши старики, они в прошлую старину, они ездили на байдарках, 12-метровых, возили по 3-4 тонны, и мотор был не больше полтинника. Та же самая 30-ка, 40-ка на винту, и они поднимались и ехали далеко. Да, она не быстро ехала, но она везла очень много. Вот. Ну, сейчас мир меняется, люди меняются, соответственно, спрос меняется, и продолжение. Ну что, спасибо. Сейчас мы продолжим нашу работу. И, как видите, в принципе, скорее всего, то, что ты говорил про минимализм, ну, скорее всего, это в мой случай, потому что будет только установлена передняя консоль, рулевая. И в целом все. Ходовой, носовой тент. Носовой тент, я думаю, родной. Мы сейчас посмотрим, тоже прикинем. Ну, доработаем, да. Да, чуть-чуть. То есть носовой тент, скорее всего, будет притянут к этому... Торге. К торге. Да, на рулевой консоли. Вот. Ну, так что нормально. Все. Сделаем. Так, сейчас изготавливается задняя крышка. Там, где у нас будет рулевой редуктор стоять. Я болгаркой фигурно вырезал и сейчас зачищаю края. Так. Эта часть будет смотреть вперед. По ходу движения лодки руль будет с той стороны. А вот эта крышка будет все это дело закрывать. Таким образом. Вот так. Вроде нигде не промахнулся. Все. Еще одна деталь готова. Хорошо. Закручиваешь. Потом Ну, зажимаешь. 2 раза зажал, потом вот это закручиваешь его, потом еще раз зажал, и потом отключишь. Чуть-чуть, там, 2-3 оборота.
Так, сейчас сделаем такие клепки с резьбой для того, чтобы потом можно было снимать и надевать обратно крышку. Закручиваем клепку, вставляем и нажимаем. Так, она должна ровненькая. Так. Ну, Так. Еще, наверное, надо горизонтально как-то, да? Или она сама найдет место? Так. Раз. Потом. Вот так. Хватит. Так, ну что, как видите, крышка готова. То есть она будет вот так устанавливаться. И крепиться болтами. Но пока нам не надо ее устанавливать, потому что будем ставить рулевой редуктор. Ну, так-то вообще такой тазик под рыбу, да? под рыбу. Контейнер дорогой. Алюминиевый. Чисто алюминиевый. Крепление для нашей машинки готово. На газ, реверс. И, соответственно, все это будет выглядеть вот так. Сюда ставим с этой стороны машинку, сюда руль. Редуктор с рук взял. Тут у него этот резьба сломанная. Резьба сломана. Ну, чуть-чуть, типа сказал, мечиком пройдутся, говорит. Ну, так как в целом всегда вот такой подобный тюнинг, он не дешевый, и в целях экономии иногда берутся запчасти БУ. То есть, ну, вот этот редуктор я взял с рук. Ну, он вышел мне где-то на 6 тысяч дешевле, но есть нюансы. Ну, как бы на нем ездили раза 3. В общем, он почти новый. Здесь чуть-чуть сорвана резьба и не хватает вот этой гайки. Хорошо есть стопор. Ну, в целом, в принципе, обычный редуктор рулевой. А сейчас мы уже приступили к сборке скобы, установке скобы для руля. Напомню, что у нас бэушный комплект, поэтому гайки, болты находим в ведрах для гаек и болтов, как это бывает в любой мастерской. Так, вот под этот рингтон мы сейчас возьмем руль. Я не знаю, как у него там должно быть. Привет. Ой. Здравствуйте. Испытано на себе. После подготовки наступает следующий этап – как прикрепить алюминиевую раму к ПВХ лодке. Для этого используется люверсная лента и веревка. Но перед этим люверсную ленту нужно приклеить. Продолжаем подготовку. Сейчас переходим к процедуре нанесения клея. Ну, если кто не знает, сначала обрабатываем ацетоном, обезжириваем поверхность, затем мажем слой клея как на саму лодку, так и на саму люверсную ленту. Даем немножко подсохнуть, затем нагреваем поверхности и склеиваем. Ничего сложного. Так, сейчас Александр покажет пример, как делать. Вторую сторону уже буду делать я сам. Как бы точечно, да? Знаешь, прихватить по той линии, по которой изначально
причепили. Да чтоб не было складок между потишкой. Теперь еще раз прогреваешь. Так, вот таким образом Надо, чтобы 2 слоя клея, чтобы кристаллизовались, вместе. прихватились. Ну. Вот так вот. Клей, кстати, активируется нагревом. Вот тут важно не переборщить. Можно натворить делов. Так, первым делом сейчас выворачиваем все по линии. Подогреваем. И потом вот эта штука, да, как-то? Да, тебе главное угол пройти. Нет, у тебя же поверхностная часть ровно лежит. Ты просто ее проходи углом. Вот так? Да, чтобы у тебя сама ливерсная лента, угол именно прихватился, чтобы там воздуха не осталось. Жестче, не стесняйся. Что, боюсь, как будто кажется, что это какая-то острая штука. Да, ну. Так, потом Все, теперь вон каталкой железной вот этой. вот этой. Да, и капитально прокатываешь. Прям усердно. Вот, пройдись. Туда-обратно. Все углы проходишь, вклеишь, чтобы пузыри не оставались. Ну, попадает влага и начинает отклеиваться. Но здесь клей с отвердителем. Это что значит? Ну, специально отвердитель добавлен, чтобы вообще каменная была. Так, ну что, получилось у меня не особо идеально. Ну, пойдет. Чуть-чуть лента ушла чуть ниже у меня. Я ее как-то не так подрастянул. Но в целом вроде бы неплохо. Все идеально. Вот так будет, да? Да. Все. Тут у тебя сверли здесь. Давай. Может чуть-чуть выставить или нормально? Нормально. Нормально, ты сверли. Все, да? Вверх сверли, да? Прям сверлю. Сверли. И будь. Не, пока не будем вставлять. Да. Ну, что, зачем? Ты все равно снимать же будешь этот троса. Так, да? Нормально? Это же полный газ. Да, нейтрал. Вот нейтралка. Так, ну сейчас у нас идет процесс электрификации. Сейчас Василий подключает электрику. То есть мотор вот этот, он румпельный. Там никакой проводки под косу, ничего внутренней проводки нету. Очень простой мотор, без автомикса. Ну, в целом все остается. И ручной стартер, и сам румпель. Но вот такие моменты, как, например, при запуске с машинки, то есть если, допустим, я завожу рукой подсос, открывая, то здесь это, например, эту роль играет такой магнитный как бы клапан. Вот этот здесь у нас сходит магнит, ну, ответная часть стальная, и при подаче электричества, да, вот она как бы входит, всасывается, если так можно сказать, внутрь, и подсос открывает на старт, на холодный запуск. Вот таким образом. Да.
Вот. Ну и еще один момент, что косу я брал тоже с рук БУ, и она от мотора Suzuki. Но в целом Suzuki и Tohatsu косы, они ну, как бы одинаковые практически. То есть единственное, что сказали в Suzuki, не хватает одного какого-то пина. Вот. За что он отвечает, тоже точной информации нету. Возможно, за трим. Да, то есть, ну, трима тут нету, поэтому как бы он особо и не нужен. Вот в целом сейчас все это подружится, и уже будет подключение непосредственно самой машинки, чтобы все управлялось с нее. Так, в общем, косу подружили вроде бы с косой от Tohatsu. Сейчас будем проверять. Так, я выключил. Подсос. Есть. Запуск. Нажимай. Нажимай. Ага, все. Работает. Еще раз делаю. В процессе изготовления, подготовки лодки выяснился такой момент. То есть у меня есть заводской обычный тент носовой. И в целом как бы, ну, пошивки, да, какой-то определенный, ну, не требуется, да, это будут такие лишние немного затраты, но тем не менее у нас торга, которая была уже готова, немножко отходит от основного тента на несколько сантиметров вот сюда. И в целом это чревато чем? Тем, что во время хождения по реке иногда будет дуть ветер или заливать, ну, лить дождь. В целом, даже с таким тентом, с полноценным, все равно те, кто сидят в лодке, они все равно мокрые, но тем не менее можно немножко минимизировать этот момент. И сейчас, я не знаю, это, ну, я нигде не видел, просто что в голову пришло. И Василий сейчас воплощает эту идею в реальность. То есть идея в чем? Вот сюда поставить дополнительный кронштейн, который будет служить неким таким дополнительным багажным местом. Сюда можно будет положить термосумки со спальниками и использовать его в виде такого некого багажника. Так, пока я говорю, смотрите, уже Василий приготовил одну часть. Сейчас мы ее приложим. Да, будет это вот здесь приблизительно. Вот так, да? Все равно, как показывает такая моя небольшая практика, то есть это место, оно особо не занято, да, то есть основной багаж, например, лежит впереди на носу и не достигает вот этого верха. Ну, конечно, можно всегда заполнить лодку разными вещами, но тем не менее, зато доступ будет быстрее и, например, если нужно быстро переодеться там или нужны будут какие-то теплые вещи, эти вещи можно расположить прямо в этом месте. О, добренькая стала. Привет. Уже местная стала. Короче, я взял открыть, повыше. Сейчас 5 сантиметров отрежу. Кстати, вот обратите внимание, с редуктором рулевым торга достаточно легкая сама по себе. Дошло, да? Я сейчас там подвину. Все можно остановить. Если под нее вот так. Вот можно. Не, еще если ниже. Если вот так вот под 90 градусов. Подожди, она упирается, да? Можем же двинуть. Один не натянутый, один натянутый. А какой не натянутый? Вот у меня Нет. Смотри, давай чуть, даже немного эту назад двинем. Торгу саму. Чуть-чуть. на свое родное место. Вот на свои места, да? Вообще вот так. Под 90, да? Так, а если... И вот это хоть как можно, да? В принципе. Так, под 90.
Но знаешь что, мы по глубине немного проигрываем тогда. Если мы 90 делаем, тогда не сильно, ну, такую толстую сумку, ну как, типа даже спальник будет торчать наружу. А если ниже сделать, ниже сделай. Да, может, типа такого. Вот так. Тогда можно поглубже положить вещи. Ниже, ага. И мешаться не будет. Но. Вот Ну ты там себе отмерь, а здесь также здесь, ну, одинаково сделаем. Там разницы нет. Потому что тент все равно он плюс-минус гуляет туда-сюда. Итак, сейчас уже осталось в целом не так много, практически, можно сказать, финишная прямая. Все основное у нас подключено, то есть установлена машинка, газ, реверс, установленный рулевой редуктор, подключена электрика, все заведено к мотору, все работает, но сейчас еще много таких вот доработок, которые мы должны, конечно, завершить. Одно из них — это обвязывание к вот этой люверсной ленте. Мы должны привязать нашу раму. Для этого мы замеряем длину люверсной ленты и берем веревку в 2 раза больше размером, ну чуть-чуть можно с запасом. После этого спускаем баллон немного, так чтобы он был мягкий. Так думаю, ну, достаточно. И начинаем вязать. В принципе, ничего сложного, как шнурки. Сейчас меня научили еще одному способу завязывания торги. Делается он с помощью узлов. Пропускаем. Так вот делаем узелок. Натягиваем. Прихватываем. И отпускаем. Следующий такой же. Проходим узлом. Сюда натягиваем. Держим. И затягиваем узел. Так, вот сейчас будет виднее. Давайте покажу. Итак, затянулся. Заводим. Проводим сюда. Делаем узелок. Затягиваем. Пятым пальцем. Потом вот так. Сейчас. Съемка. С этой стороны. И так всю люверсную ленту. Узел. Сюда. Тягиваем. Все. Ну, плюс в том, что можно сразу делать натяжку, и узлы вот эти не распадаются, не растягиваются.
Так, ну думаю, достаточно. Все. Все держится. Так, ну методом одной пробы и ошибки было выявлено, что если нужно завязать ливерсную ленту, то нужно брать с запасом с небольшим в 3 раза, 3 длины. То есть много уходит вот на эти перекрестия, поэтому надо брать где-то примерно в 3 раза больше. Ну и еще останется небольшой запас, нужно тоже, чтобы завязать узел. Друзья, несмотря на то, что для вас это все находится, весь контент в одной передаче, на самом деле сегодня уже 3-й день, как я занимаюсь лодкой, то есть такие длинные подготовительные работы. Но это того стоит, потому что впереди достаточно интересное путешествие, я бы так это назвал. Будет оно в конце сентября, и это будет очень холодно. И вот это основная причина, почему было решено поставить рулевое управление, потому что сзади сидеть на румпеле в течение 2 суток, 2 дней подряд, то есть это, сами понимаете, кто был на реке, тот знает, в сентябре. Вот, на данный момент у нас уже все практически сделано. Установлено рулевое управление. Здесь Василий все запаковал. Он установил трос рулевой. Подключена машинка. Электрическая коса, все подружено. Здесь у нас аккумулятор. Тросы газ-реверс тоже выведены к мотору. Сейчас я, соответственно, перевязал ливерсную ленту. Все закрепилось. Накачал баллоны. Чуть-чуть, чтобы посмотреть, как это все смотрится. И немножко подготовил почву для завтрашнего дня. Вот это куча проводов, которая идет до мотора. Стянул стяжками, привел в порядок. Есть вопросики по той части, там есть петли, запас где-то около метра. Все это мы сделаем завтра, и здесь будет подключение тросов газ-реверс и рулевое управление. В целом все. Для себя я выбрал такой момент, что практически здесь нету больше ни фиш-платформ, ни скамеек. Все просто как в стандартной лодке, кроме вот этой водостойкой фанеры. Кстати, очень хорошая тема. Очень стало с ней комфортнее передвигаться. И финальной такой точкой у нас будет это мытье лодки, потому что после летнего сезона по реке Лена здесь очень много песка. Вот. Можно подумать, что я уже в годах, поэтому много песка, но на самом деле это из-за речного песка. Вот. Вопросы есть у меня по вот этой части, которую я сам придумал. Это было сделано, как только я поднял тент, и, соответственно, расстояние от этой торги, потому что торга, она, можно сказать, практически одной формы, да? И расположение на лодках 500-х, 500-я шерпа, оптимальное. Поэтому мой штатный, обычный тент носовой, он здесь у нас находится на отдалении. Шить новый тент тоже ни времени, ни тоже по финансам не особо позволяет. Поэтому я подумал, почему бы не скрыться от ветра. То есть ветер может заходить сюда, будет не очень комфортно. Вот такое вот багажное отделение. Здесь будет сетка. Вот так вот заведена. И туда можно будет класть гермомешки. Там будут вещи, которым нужен быстрый доступ. Теплая одежда, не знаю, дождевик. В общем, что-то такое легкое, объемное. Можно и спальник перевозить. Вот. И потому что в основном в походном положении, в походном состоянии лодка очень сильно загружается. Здесь установлен, так как нет скамеек, вот этот ящик с креслом
ну, хорошо себя показал, он универсальный, то есть и место под ним не теряется, полезная площадь, да, полезный объем, там можно перевозить какие-то инструменты, продукты, ну, все что угодно. И он будет смещен правее, этот ящик, и рядом будет стоять ящик побольше, то есть в длину. Он сделан из пищевого такого пластика, из которого делают питьевые емкости для воды. И все остальное будет место для груза. Нужно разобраться еще, скорее всего, нужно будет поставить вот такие вот пару люверсов, да, пятаков, чтобы перевязывать. По крайней мере, привязывать нужно будет мой ящик, чтобы он не шатался. И все. Здесь будет стоять 65 литров бак, 25 литров, такой типа резервный. И обычно на дальнее расстояние я вожу с собой еще где-то в мягких баках около 100 литров уже разбавлено бензина. Ну и плюс, само собой, еще дополнительные канистры и так далее. Вот. Ну что, по-моему, мне уже звонят домашние, пора ехать домой. И почва для завтрашнего дня подготовлена. Я надеюсь, что завтра у нас будет уже финальный день, финальные доработки и постановка на воду. Как известно, аппетит приходит во время еды. Мой случай тому яркий пример. Если изначально цель была той, о которой я вам сейчас рассказал, то далее все пошло по нарастающей. Чтобы не растягивать историю на несколько передач, я вам вкратце расскажу, что еще было изменено и добавлено. Итак, поехали. После подключения тросов управления мотором и общего взгляда на лодку появилось ощущение, что все-таки не хватает задней торги с корзинами под ящики RV-Box. Для этого я наклеил люверсные ленты и еще дополнительно укрепил их пятаками. В процессе получил оправданную критику от Евгения по поводу моего неаккуратного нанесения клея. Помните, я говорил, что тут себя ощущаешь и, соответственно, должен быть аргонщиком, уметь клеить, уметь быть электриком. Вот еще надо, сейчас вспомнил аппликацию, да? То есть вот эти моменты я сам вырезал и сейчас их клею. Все как в детском саду. Как думаешь, какой радиус? Круглый. Круглый радиус? Ты должен был взять вот это вот дело, да? Вот, ну, положил, да? Вот, ну, просто я не снимаю это дело. Ты должен был взять этот пятак, ну, очертить, ну, то есть обезжирить здесь. Короче, чуть-чуть только отвлекся, все. И пошла жара. Видите, обычно мы намазываем, да, как бы аккуратненько все сделаем, да, здесь отмечаем. А Руслан тут в азарт вошел, короче, смотрю, поворачиваюсь, тут кисточкой пошел гулять по всей лодке. Ну, слишком, да, я перестарался. Но в целом я же сказал, что у меня как бы не напрягают вот эти следы клея. А так, конечно, если был по идеалу, надо было... Как вы делаете? Ну да, то есть мы ложим пятачок, отмечаем его, делаем красиво, потом здесь делаем скотчем, чтобы за пределы даже намазываешь. И все красиво. Почему мы скотчем дублируем? Да, ничего страшного. Все провода и тросы мы обмотали бронелентой. Во-первых, это эстетично. Во-вторых, защищает коммуникации от внешнего воздействия и сохраняет от перетирания и повреждений. В центре техники Maximum был приобретен автономный отопитель E-Corner. Когда говорю автономный, то это действительно так. С помощью встроенных элементов пельтье он после старта и нагрева начинает сам вырабатывать электроэнергию, которой хватает не только на заряд стартовых батареек, но и на заряд ваших гаджетов. Так, у нас сейчас будет тестовый запуск обогревателя дизельного E-Corner. Зарядили батарейки. Сейчас дольем топливо и попробуем запустить. Там даже воронка есть в комплекте. Сейчас смотри. О! Работает на дизеле, 3,5 литра бак.
Ты видишь что-нибудь? Я там не вижу. Я ничего. вижу. Сейчас скажу. Так, у нас запуск будет такой. Рабочий. Включение. 20 градусов. Что такое? Что пошло? Подожди, он думает. Мгм. Тут всасывается воздух. Ну, напряжение нормальное, 15 вольт. Было 16, когда поставили. В инструкции написано, что если ниже 15, то, по-моему, Не будет запускаться. стоит запускать. Да. О, Во. пошел щелкать насос. Вот здесь выхлоп горячий. Знакомый звук вибасты. Теплообменник сейчас прогреется. О. Нормально будет. Ну, а сейчас мы уже разогрелся, включили Type-C, зарядка на телефон. Зарядка есть. Горячий воздух. Так, сейчас у нас также проходит тесты зарядки. Поставили iPhone. Это Pro Max, да? Pro Max. Где-то примерно за 2-3 минуты 1% добавляется. То есть скорость зарядки достаточно хорошая. Сейчас уже 20. После этого небольшого тест-драйва мы убедились в его работе, и, соответственно, появилась идея отапливать им не только палатку на стоянках, но и попробовать отапливать лодку под ходовым тентом. Сработала эта идея или нет, вы уже узнаете из следующих выпусков с полевых испытаний. Ну что, спустя несколько дней подготовки уже можно рассказать про все работы, которые были проделаны, и изменения. Напомню, что лодка была просто на румпеле, и впереди стоял носовой тент. Давайте посмотрим, что изменилось и какие работы были проведены. Ну, начнем с носа. Здесь в целом все осталось так же. Носовой тент остался в своем пазу, в своем же положении. Единственное, что теперь он стал ходовым. То есть к этой части, к носовой, которую мы сейчас после обзора наденем, будет еще натянута ходовая часть полностью, которая будет защищать от дождя, ветра, потому что проезд по большой воде, по реке Лена у нас будет достаточно продолжительный. Так, далее уже переходим к изменению. Вот эта носовая торга, я, правда, не знаю, как она точно называется, но, в общем, где устанавливается рулевая консоль, была чуть-чуть изменена. Я уже говорил, что вот эту часть было решено сделать для того, чтобы сюда класть на сетку дополнительный груз, который нужен был быть всегда под рукой. Единственное, что эта идея появилась до того, как поставили ходовой тент, потому что здесь появлялось расстояние между носовым тентом и самой рулевой торгой. Теперь как бы особой необходимости в этом нет, но тем не менее, когда мы примеряли тент, в целом можно ее использовать так же, как грузовую часть. Так, аккумулятор стоит теперь в носу, все питание идет отсюда. Здесь у нас установили рулевой редуктор вместе с рулем, вольтметр, прикуриватель на 12 вольт и разъем USB. Установлена машинка газ-реверс. Все тросы, как видите, запакованы в защитную ленту. Это у меня проводка на эхолот, который установлен вот в этой части, то есть вот в серединке. В принципе, он там нашел свое место. Далее, ну, то, что можно снаружи посмотреть. Кстати, так как здесь появится ходовой тент и появляется проблема, как попадать в лодку, то есть обычно я залезал с этой стороны. Но теперь здесь есть и сама торга с держателями для корзин
поэтому еще и с ходовым тентом будет проблематично забираться по этой части. Поэтому, учитывая то, что сроки поджимали, но есть инструменты, соответственно, сварка, и вообще мы находимся в мастерской, из старой корзины для РВ-бокса была сделана вот такая вот лесенка. То есть крепление у нее вот таким образом. Здесь самозатяжные веревочки, 2 карабина. Все легко демонтируется. Чтобы залезть в лодку, чтобы привести лестницу в рабочее состояние, достаточно сделать такое движение. Все, и можно, соответственно, залезать. Все уже проверено. Единственное, что здесь пока просто крышечки от бутылок, замотанные изолентой. Но я думаю, потом я сделаю прорезиненной. А может и не сделаю, да? Все, как говорится, временное, все вечное. Вот. И чтобы его убрать, можно сделать вот так. Понятно, что немножко торчит, как бы, но не критично. И в случае чего, при переходе уже на режим движения по горной реке, если ходовой тент уберется, то эту лесенку можно вот таким вот образом спокойно демонтировать. Ну, можно снять карабины, они всегда в лодке пригодятся. Так, дальше. Про эту торгу особо рассказать нечего. То есть обычная торга для установки корзин формата RV-Box 700. Далее установили датчик эхолота, держатель. То есть лодка используется как на реке Лена, так и двигается по горным рекам. Основную часть передвижения ведется там в летний период по большой воде, и где эхолот, в принципе, достаточно полезен на рыбалке, и вообще в целом видеть глубину. Здесь у нас все делается так одной рукой. Опускаем и застегивается. Нижняя часть немного усилена, потому что здесь будет идти давление воды при большой скорости. И достаточно хорошо держит. Крепежки взяты от внедорожников. Обычно их вы можете увидеть на багажниках, на подготовленных внедорожниках. Здесь крепятся обычно лопаты, какой-нибудь шансовый инструмент. Выбирается также легко, вот так, одной рукой. Раньше этот датчик стоял здесь, на крыле, но это было не очень удобно, потому что если переходить на горную реку, надо ее снимать. Так, далее, УТРы, укрепление транса, трансовые плиты. То есть во время движения мотор давит на лодку, и несмотря на то, что все жестко вклеено несколькими слоями, здесь есть такие небольшие движения. Так как мотор не такой тяжелый, 50-сильный, поэтому УТРы поставили с одной стороны сзади. То есть они, в принципе, свою роль, думаю, будут играть и держать транец. Так, все тросы, соответственно, проведены сюда. Рулевой трос, тросы газ-реверс, проводка. Внутрь не будем заглядывать. Там, значит, так как это румпельный мотор, поставили стартер с реле. Также здесь стоит втягивающий на подсос, то есть она в виде магнита, и когда зажимаете ключ, соответственно, подсос срабатывает. Его здесь раньше не было, то есть он все было ручным. В целом все. Еще будет доработка по креслам. Кресла сделаны, вмонтированы в RV-Box. Это такой достаточно, на мой взгляд, оптимальный вариант. То есть, если устанавливать скамью с креслами, то, может быть, когда-то нужен какой-то объем дополнительный и так далее. Быстро ее не снимешь. В целом, это позволяет, как в Тетрисе, менять расположение, конфигурацию самого багажного отсека. То есть, багаж, груз можно распределять как бы на свой вкус.
в зависимости от ситуации. Друзья, ну, как видите, все работы основные сделаны, и в следующих выпусках передач «Испытано на себе» мы увидим эту лодку уже на воде, и вас ждет кое-что очень-очень интересное.